Я впервые перешагнула порог спортивного зала, когда мне было почти 40 лет, в 2005 году. Начала заниматься тайзи-цюань как хобби, но постепенно это стало делом всей моей жизни. Я стала пятикратной чемпионкой Европы, вице-чемпионкой мира по тайзи-цюань и получила мастерскую степень третий дуань Всекитайской ассоциации УШУ. Я была принята в семью Чень. Это семья, в которой и зародилось искусство тайзи-цюань. И теперь являюсь хранителем традиций тайзи-цюань стиля Чень в 21-м поколении. В 2016 году я учредила Якутскую школу тайзи-цюань с целью пропаганды здорового образа жизни через китайскую оздоровительную гимнастику. Провожу занятия по тайзи-цюань стиля Чень для всех желающих без ограничений по возрасту и уровню подготовки. Мои подопечные – это и дети, и взрослые возрастом от 7 до 75 лет. Тайзи-цюань – это древнее искусство, дошедшее до нас из глубины веков. Это мудрая философия, построенная на законах гармонии и совершенства, позволяет сохранять и приумножать как физическое, так и ментальное здоровье человека и подходит для любых возрастов. В декабре прошлого года тайзи-цюань был признан ЮНЕСКО как нематериальное культурное наследие человечества. Имя первого президента нашей республики Михаила Ефимовича Николаева для меня, как человека, занимающегося оздоровительной гимнастикой, очень тесно связано с достижениями наших земляков в спорте. Мы знаем Михаила Ефимовича Николаева как автора и инициатора принятия первой в истории России доктрины здорового образа жизни, как инициатора и организатора проведения в Якутске международных детских спортивных игр «Дети Азии», получивших всемирное признание и поддержку Международного олимпийского комитета и давших огромный толчок развитию спорта и физкультурного движения в Республике Саха. И не будет преувеличением сказать, что именно принятая тогда доктрина здорового образа жизни мне тоже помогла от постепенного понимания важности взращивать в себе навыки культуры быть здоровым до практических занятий тайзи-цюань. Нет ничего прекраснее, когда человек чувствует себя здоровым. Занимайтесь спортом и найдите свой путь к оздоровлению.